Вместе с тем, финансирование ТОРов может быть скорректировано. Об этом заявил заместитель главы Минвостокразвития Кирилл Степанов на совещании по вопросам реализации федеральной целевой программы развития Дальнего Востока, прошедшей в Хабаровске. Подробнее в сюжете Стаса Михайлова. Основным вопросом совещания стала выработка практических рекомендаций по эффективному использованию программно-целевых механизмов в создании на Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического развития и поддержки перспективных инвестиционных проектов. В первую очередь это проекты, направленные на развитие производства на Дальнем Востоке, но вопрос их финансирования все еще открыт. В настоящий момент по 2015 году лимитов бюджетных ассигнований нам доведено на 10% меньше, чем те, которые заложены в федеральном бюджете. То есть не 7 миллиардов, а 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Их не хватает даже на те перспективные инвестиционные проекты, которые мы отобрали. Но это решение еще не окончательное, так как будет готовиться проект о внесении изменений в федеральный бюджет. И эти цифры могут быть скорректированы как в большую, так и в меньшую сторону. Регионам замминистра предложил сформировать собственные программы, заложив параметры бюджетов для госпрограмм 30% от уровня финансирования со стороны федерального бюджета. Конечно, сегодня прозвучало очень много замечаний и предложений в федеральную целевую программу. Но надо сказать о том, что сейчас идет разговор уже даже не о оптимизации, а перепрофилировании, переориентации по тем приоритетным проектам, которые осуществляются на территории республики. По итогам совещания были подготовлены рекомендации для дальнейшей эффективной реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на период до 2018 года. Стас Михайлов, НВК «Саха», Хабаровск.